Ассаляму алейкум рахматуллахи баракату. Пользуясь моментом, что надо чуть-чуть подождать, пока народ соберется, прочитаем несколько аятов из суры Аль-Калям. Аллах сказал: «А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا الظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Аллах здесь нам описывает историю юношей. Это сура Калям, аяты 17 и ниже. Были юноши, которые жили в хорошей семье, альхамдулилля, папа, мама, мусульмане, покорные Аллаху Джалля Джалялу, искренние, и был у них такой небольшой семейный бизнес, скажем так, современным языком говоря. То есть у них был сад, в котором они выращивали разные продукты сельскохозяйственные, не знаю, там яблоки, еще что-то, груши. И у их отца была такая традиция, когда он собирал урожай, приглашал этих простых людей, бедных людей. Они что-то помогали и что-то получали. Он им давал ушр, давал 1/10 часть, как положено, от урожая бедным. И так все привыкли к этому, бедные, постоянно, когда наступал этот сезон, приходили, чуть-чуть помогали и чуть-чуть что-то получали. А потом уже прошли годы, отец стал слабым, старым и так далее, и передал этот бизнес детям. Говорит: я уже старый, уже работать трудно, давай вы возьмите, занимайтесь, это вам потом останется в наследство. И они взяли и чуть-чуть так договорились. Мы, говорит, у нас папа немножко такой слишком наивный, говорит, все раздают людям. Давайте мы в этом году никому ничего не будем раздавать, нам больше достанется, поделим друг с другом, лучше будет. И они так: ладно, давай так сделаем, договорились. И вот их историю Аллах нам приводит. Говорит: «Инна балаунаху», мы испытали жителей Мекки, «Кама балауна асхаб аль-джанна», так же, как испытали людей сада, «Из аксаму», когда они поклялись, «Ла ясримуннаха мусбихин», рано утром урожай соберем, так, чтобы он не достался другим, «Валя истатнун», и при этом они не сказали «Иншаллах», не сказали, если на то будет воля Аллаха. В общем, вот такое намерение у них было. «Фалтафа алейха таифу мир раббик вахум наимун». И пока они спали, на этот сад пришло что-то такое. Но здесь говорит таиф. Тафа ятуфа, это значит крутить. Видимо, какой-то ураган пришел, или наводнение, или что. Какой-то, допустим, ураган. «Фа асбахат кассарим», и сад стал как
перевернутый дном. В общем, потерял всю свою ценность. Фатанадау мусбихин, они рано утром встали и друг друга стали говорить: давай, вставай, пойдем быстрее собирать урожай. Они хду аля харфикум ин кунтум саримин, надо пойти быстрее его собрать, если уж мы решили. Фанталаку, и они отправились. Вахум ятахафатун, и по дороге говорили шепотом, тихо говорили. Почему? Алла ядхулянна халь яума алейкум мискин, чтобы сегодня в этот сад бедняки не попали и ничего не получили. Вагадау аля хардин кадирин, и они были полны сил, полны здоровья, все инструменты, все у них было, чтобы урожай собрать. Фалямма рауха, и когда они пришли на территорию сада, калу, они сказали: инна ладалун, кажется, мы ошиблись адресом. Что-то не похож на наш сад. У нас было все красиво, все цвело, все урожаи должны были собрать. А потом они поняли, что нет, пришли по адресу, но получили испытание. Баль-калу, увидев это, убедившись, что это их сад, калу баль-нахну махрумун, они сказали: нет, это мы лишились благ. Каля аусатухум, средний из них сказал: алям акуллякум лауля тусаббихун, разве я вам не говорил, что надо восхвалять Аллаха, что надо благодарить Аллаха, что надо делиться тем, что мы имеем? Калу, и они сказали: субхана раббина, пречист наш Господь, инна кунна залимин, мы обидели самих себя. Не бедняков обидели, а самих себя обидели. Ослушались Аллаха, не последовали традиции нашего отца, и все, что имели, потеряли. Факбаля ба'духум аля ба'дин яталавамун. И они собрались и начали друг друга обвинять. Вот ты придумал эту идею, ты виноват. Калу, и сказали они: я вайляна, горе нам, инна кунна тогин. Поистине мы были преступниками, этими своими дурными мыслями мы нарушили закон Аллаха, что надо ушр давать, надо 1/10 делиться. Аса раббуна айюбдиляна, надеемся, что Господь заменит нам то, что мы потеряли, хайран минха, лучшим, чем это. Инна иля раббина рагибун, мы стремимся к Господу нашему. То есть так или иначе они были верующими людьми, из хорошей семьи и поняли свою ошибку, но надеются, что Аллах им простит и исправит это положение. Кадалика аль-азаб, вот таково наказание. Валь-азаб аль-ахирати акбар, однако наказание в последней жизни более велико. Лаукану я'ламун, если бы они только знали. Вот такое сообщение, предание на полстраницы с лишним о том, что не надо быть скупым. «Инна лиль-муттакин инда раббихим джаннати на'им». И дальше Аллах говорит: воистине для тех, кто любит Аллаха и остерегается Его гнева, перед их Господом уготовлены сады, полные благ. «Афанаджалюль муслимина каль муджримин». Неужели мы будем покорных ставить на один уровень с преступниками? Конечно же нет. «Малякум кейфа тахкумун». Откуда у них такие мысли, у жителей Мекки? Как они приняли такое решение? Разве у них есть книга, которую они изучают? Разве у них есть Писание, в котором они находят себе правильные ответы? Нет у них такого Писания, кроме Кур'ан Карим. А Кур'ан Карим говорит: «Халь джазауль ихсани илля ихсан». Воздаянием за добро может быть только добро. И говорит: «Лейса лиль инсани илля ма саа». Человек получит лишь то, ради чего он старался, или то, что он творил.